Организация транспорта к перинатальному центру, а также рекомендации к религиозному образованию молодежи. На эти темы поднимались на программе «Диалог с народом». Проблемы были услышаны, изучены, и по ним уже ведется работа. Подробнее Ирина Цичуева. Религиозное воспитание в школе, изучение основ ислама играет большую роль в формировании личности. На прошедшем диалоге с народом в главе республики обратились с просьбой внедрить в изучение основ религии вопросы обсуждения недостоверных комментариев, которые в последнее время часто встречаются в соцсетях. Руководитель общественной приемной главы и правительства Ингушетии выехала убедиться в том, какая работа проводится региональным Минобром в этом направлении. В планах на будущий год будет обязательным, чтобы на уроках религии учитель непосредственно говорил об этом детям, что это неправильно, что такие комментарии оставлять и писать, которые злят людей, которые сеют зло среди, или какой-то негатив, или сплетни, что это все должно, что это в любом случае с точки зрения нашей религии, что это неверно. Недостоверные комментарии тоже грех, ведь они сеют смуту в обществе, согласно религиозные деятели. Зачастую многие высказываются о том, в чем не уверены. После подобной недостоверной информации возникают споры, а порою ссорятся целые тейпы. Сотрудник Минобра заверяет, что с нового учебного года такие воспитательные беседы будут проходить во всех школах региона. Sen habel deje üstüste par bol belarha internet iştihuna haj tam baç dordoş hamaş hejer mel kharsade tak tu tikduç dordoş hamaş qeşi wa khashin tu dordoş hamaş sani dehuna qawsmi wulje şigerdona nashin khor tu dordoş komentarje de mel kharsade üstüste par bol belarha dehuna izet khadihana hazab dayula программа с 1 сентября dehuna üstüste par bol belarha to. Следующая остановка по следам диалога ГУП «Ингуш-Автотранс». На горячую линию диалога с народом обратились сотрудники онкологического диспансера с просьбой открыть маршрут до медицинского центра. По словам работников, они испытывают большие трудности с отсутствием транспорта. Руководитель общественной приемной главы и правительства Ингушетии с этим вопросом обращается в «Ингуш-Автотранс». Что вы можете по этому поводу сказать? Есть ли такой маршрут, а если его нет, то будет ли он? Значит, по этому маршруту года 2-3 назад он был открыт. Тогда онкологическая больница не видна была в строе. Онкологический диспансер открыли в Ингушетии в прошлом году. По словам работников ГУП «Ингуш-Автотранс», система уже налажена и общественный транспорт запущен. 28 числа маршрут был открыт. Он называется «Новый автовокзал онкологической больницы СО Плиева». День выполняет 10 рейсов, 5 туда, 5 обратно. По словам Фатимы Мислауровой, вопросы, поступившие на диалог с народом, решаются оперативно. И даже те обращения, которые не попали в эфир, не останутся без ответа. Ирина Цичуева, Рамзан Миржоев. Новости 24.